Қазақстанда республикалық бір ел бір кітап акциясы Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасының ұлттық академия кітапханасы мен Қазақстан Республикасының кітапханашылар ассоциациясы бастамасымен 2007 жылдан бастап өткізіліп келеді. Акцияның мақсаты ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау, оқу ісін ілгеріту, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастарды отаншылдыққа әрі өнегелікке тәрбиелеу. Сонымен қатар акция қоғамның отандық әдебиетке, оның ішінде классикаға, қазіргі әдебиет пен поэзияға деген қызығушылығын әрі қарай жоғарылатуына мүмкіндік туғызады. На протяжении более 10 лет в Казахстане действует акция «Одна страна, одна книга», которая была инициирована Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и проводится с 2007 года. Цель акции – поддержка и развитие читательской культуры, сохранение историко-культурного и духовного наследия, бережное отношение к родному языку. Благодаря этой акции казахстанцы ежегодно читают произведения определенного казахстанского писателя. Решением комиссии республиканской акции «Одна страна, одна книга» в 2020 году к 175-летию Абая Кунанбаева и 1150-летию Абу Насыра ибн Мухаммеда Аль-Фараби книгами года объявлены эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и роман Ануара Алимжанова «Возвращение учителя». Мухтар Ауэзов известен читающему миру как драматург, прозаик, мастер художественного перевода, но вместе с тем он был и крупным ученым, большим педагогом и незаурядным лектором. Мухтар Ауэзов является создателем первого в истории своего народа романа-эпопеи «Путь Абая». Для своего первого романа Ауэзов избрал историческую личность, которая играет огромную роль в истории казахского народа и вызывает общенациональный интерес. Почему Абай стал главным героем романа? Ауэзов был здесь не только художником, но и историком. Он взял на себя трудную задачу исторически правильно раскрыть образ поэта, особенности этнокультурной жизни в степи. В романе позволяет широко отразить 50 лет жизни казахского общества, меряя ее длиной одной человеческой жизни. В 1949 году роман «Абай» был удостоен государственной премии, а в 1959 году Ленинской премии. Еще при жизни автора его эпопея была переведена на английский, немецкий и французский языки. А сегодня известны переводы произведения более чем на 10 иностранных языков. Абай стал известен и приобрел добрых поклонников и почитателей на всех континентах. Второй по порядку, но не по значимости, для всемирного чтения выбрана книга Ануара Алимжанова «Возвращение учителя». Ануар Алимжанов родился в 1930 году в ауле с поэтическим названием Карлыгаш. Он рано осиротел, воспитывался в детском доме, учился в ФЗУ, затем факультет журналистики Казахского университета. Работал в литературной газете в качестве ее корреспондента по Северной Азии и Казахстану. В своем творчестве Алимжанов высказывает пристрастие к истории. Он хочет обобщить опыт народной жизни, взглянуть пристально в прошлое, чтобы понять настоящее. «Возвращение учителя» – роман о силе разума, величии ума, неистребимом стремлении человека к познанию истины, мужестве духа, человека-творца. Алимжанов отправляется по следу своего великого предка, гениального ученого, философа Аль-Фараби, который жил и творил в Атыраре, чье имя известно на Востоке. Отправляется в прямом смысле этого слова по странам Востока, Азии и Африки, по которым шел и своей жизни Аль-Фараби, постигший и слабость славы, и горесть унижения, живший во дворцах владык, халифов, султанов и в хижинах нищих. Автор показывает Аль-Фараби как ученого, органично вводя в текст его высказывания, размышления, и как гордого философа, не склонившего голову перед наместником халифа, султаном,
и как преданного друга, бесстрашного воина. Отказавшись от мирных благ, разлученный с любимой, Аль-Фараби озабочен лишь одним – донести до потомков правду о своем жестоком веке, укрепить веру в силы разума. Аль-Фараби раскрыт многосторонне, в связях почти со всеми социальными слоями своего времени, что дает читателю полностью понять характер героя. Казалось бы, весь X век уместился на страницах, в сущности небольшого по объему романа. Уважаемые читатели, мы надеемся, что у каждого непременно возникнет желание поближе познакомиться с этими великими произведениями. Ждем вас в Карабалыкской центральной районной библиотеке.